На повестке дня 44-го заседания Народного собрания Ингушетии 25 вопросов. Первым перед парламентариями выступил председатель контрольно-счетной палаты региона Хаваш Гагиев с отчетом о деятельности ведомства за 2023 год. Так, в прошлом году проводилась экспертиза проектов законодательных и нормативно-правовых актов, предусматривающих расходы за счет средств республиканского бюджета или влияющих на его формирование и исполнение. По результатам проведенных экспертиз подготовлено 49 заключений, из них 37 заключений на проекты государственных программ республики. В рамках осуществления контроля за законностью и результативностью расходования бюджетных средств в истекшем году проведено 36 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Объектами контрольных мероприятий стали 156 учреждений и организаций республики. Объем выявленных нарушений контрольно-счетной палаты по результатам работы за отчетный период составил 641 миллион 155 тысяч рублей. Весьма емким выдался доклад о результатах деятельности ветеринарного управления республики за 2023 год. Подробно начальник управления Беслан Умаров остановился на основных задачах, стоящих перед ветслужбой. А это охрана территории региона от заноса и противодействие распространению заразных болезней, профилактика, лечение животных, обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства. Для справки, структура Государственной ветеринарной службы Ингушетии состоит из ветеринарного управления республиканской лаборатории и ветстанции, в том числе в составе ингушского филиала функционирует 44 подведомственных учреждения и трудится 231 специалист. За период 2023 год эпизоотическая ситуация Республики Ингушетия сохранялась стабильно благополучно, то есть массовых заболеваний инфекционных у нас не зарегистрировано. Согласно данных статуправления Республики Ингушетия, поголовье крупнорогатого скота в республике насчитывается более 71 тысяч голов, мелкого рога скота более 315 тысяч голов, соответственно, и птицы более 500 тысяч голов. Для обеспечения эпизоотического благополучия на территории Республики Ингушетия ветеринарная служба проводит как профилактические вакцинации, так и диагностические исследования и мониторинг эпизоотической ситуации. Далее парламентарии вынесли на обсуждение ряд проектов законов республики, касающихся изменений в региональном законе о системе избирательных комиссий, пожарной безопасности, также о реестре должностей муниципальной службы. Согласно федеральному закону от 14 марта 2022 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации упраздняются избирательные комиссии муниципального образования. Их функция возлагается на территориальные избирательные комиссии по выборам органов местного самоуправления. Этот шаг направлен на оптимизацию системы повышения эффективности избирательных процессов. Также федеральным законом от 7 февраля 2011 года номер 6 ФЗ об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации муниципальных образований установлено, что должности председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования относятся к муниципальным должностям. Заключения на данный проект получены со всех субъектов права законодательной инициативы. Депутаты рассмотрели еще 2 десятка проектов законов, касаемо вносимых изменений, в том числе об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, также о стратегическом планировании в Ингушетии, об объектах культурного наследия, архивного дела, о мерах социальной поддержки детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.